Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче третьего тура шведских хоккейных игр и досрочно стала победителем Евротура. Встреча завершилась со счетом 7-4. В составе россиян на шайбы забросили Захар Бардаков, Павел Красковский, Николай Коваленко, Данил Мисюль, Василий Подколзин, Владимир Бутузов и Никита Чебряков. У проигравших отличились Михаил Шпачек, Якуб Флек, Лукаш Клок и Давид Тамашек. Российские хоккеисты выиграли все три матча этапа, набрав 8 очков. Второе место заняли шведы, третье – финны. Таблицу замкнули чехи. Отметим, что россияне возглавили общий зачет турнира, выиграв все три этапа текущего сезона. Последний этап Евротура пройдет в Чехии с 13 по 16 мая. Сборная России заняла 4-е место в общекомандном зачете чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования завершились в нидерландском Херенвене. В активе россиян 1 золотая, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. Единственную награду высшего достоинства в копилку команды принесла Ангелина Голикова, выигравшая забег на 500 метров. Общекомандный зачет турнира возглавили представители Нидерландов. На их счету 7 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Вторыми стали американцы, у которых 2 золота и 1 серебро. Тройку лидеров с 2 золотыми наградами замкнули шведы. Россиянин Аслан Карацев победил канадца Феликса Оже-Алиасима в матче 4-го круга открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4. В четвертьфинале турнира россиянин сыграет с болгарином Григором Димитровым, который в своем матче выиграл у австрийца Доминика Тима. Отметим, что 27-летний Карацев впервые в карьере играет в основной сетке турнира серии «Большого шлема». Ранее ему не удавалось пройти квалификацию. Россиянин занимает 114 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча с Димитровым пройдет в ночь со вторника на среду. Команда звезд России со счетом 183-162 обыграла звезд мира в матче звезд баскетбольной единой лиги ВТБ. Традиционная выставочная игра прошла в Москве. Самым результативным игроком матча стал защитник петербургского «Зенита» Виталий Фридзон, набравший 57 очков. У звезд мира самым точным был американский форвард «Химок» Джордан Микки. На его счету 30 баллов. Матч звезд единой лиги ВТБ прошел в 5-й раз. Помимо игры он включал в себя конкурс бросков сверху и состязание трехочковых бросков. Следующий матч всех звезд пройдет также в Москве на ВТБ-арене. Футболисты Манчестер Сити на своем поле победили Тоттенхэм в центральном матче 24-го тура английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-0. Дублем с игры отметился Илкай Гюндоган. Еще один мяч с пенальти забил Родри. Горожане продлили беспроигрышную серию до 15 матчей. Они продолжают лидировать в таблице чемпионата, набрав 53 очка, опережая идущий вторым Лестер на 7 пунктов. Лондонский клуб располагается на 8-й позиции, имея в активе 36 баллов. В следующем матче Сити в гостях сыграет с Эвертоном, а Тоттенхэм на выезде сойдется с Вестхэмом. Перейдем к событиям нашего региона. Сборная Якутска стала победителем чемпионата республики по мини-футболу среди команд первой лиги. В финале турнира, который состоялся накануне во Дворце спорта 50 лет Победы, столичные футболисты выиграли у сборной Ленского района со счетом 3-2. В составе победителей голы забили Никита Зубарев, Дмитрий Каурдаков и Алексей Кислицын. У ленчан отличились Иван Пыхтин и Вадим Юшинов. На третью ступень пьедестала взошла сборная Северо-Восточного федерального университета, которая в бронзовом финале в серии пенальти обыграла команду Усть-Алданского «Улуса». Намский спортсмен Вячеслав Дьяконов выиграл республиканский турнир по национальному многоборью «Кубок чемпиона». Соревнования прошли в Якутске на арене Центра спортивной подготовки «Триумф». Вторым стал Джилустан Наговицын, третьим – Леонид Филиппов. Отметим, что Вячеслав является сыном Николая Дьяконова, шестикратного победителя игр Дыгына. Для 20-летнего атлета участие в Кубке чемпиона стало дебютом на крупных соревнованиях по национальному многоборью. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!